Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня он будет очень вкусный, я в это уверен, потому что мы с вами находимся в якутском хлебокомбинате. Дружный коллектив нашего хлебокомбината производит хлебобулочные изделия, различные сладости, кексы, пряники, баранки. Но о чем сегодня мы будем беседовать и что будем испытывать на себе, мы, во-первых, давайте познакомимся с Татьяной Владимировной, начальник кондитерского цеха Якутского хлебокомбината. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, расскажите, что мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить конфеты сказки Туймады. Суфлейные конфеты. Сперва мы с вами сейчас попробуем разлить суфле, после чего суфле будет стабилизироваться целые сутки, потом поступит на нарезку, на глазировку и на укладку конфет. Угу. То есть суфле – это то, что находится внутри? Да, это конфет. суфлейные конфеты, да. Угу. Ну давайте начнем и по ходу действия еще, наверное, узнаем начнем. интересные факты. Вот перед нами Это формы, куда разливается суфле для стабилизации. Друзья, но если мы говорим про конфеты сказки Туймады, вообще это классическое птичье молоко на самом деле, то самое вкусное я всегда искал это вот с белой начинкой, белым суфле. И представляете, вот мое сейчас счастье, когда я вижу перед собой целую огромную, как называется, емкость, да? Емкость суфле. И вот таким образом суфле заливается в форму. Можете попробовать? Угу. Так, давайте. Так, просто черпаю ковшиком. Полный, да? Ковшик, да, полный. Полный ковшик? Так. Нет, вы одной рукой убираете. Вот это... Нет, лучше держать в этой левый? руке. Угу. И Так, вот давайте еще вот. раз я внимательно посмотрю. Ага. Пробуйте. Так. Так, это убираем. О, оно горять теплое такое. Конечно. Там же белок заваривается сиропом. Так. Дальше. Разливайте. И опа. И сюда, да, в форму. Просто... Просто полностью, да, все доставайте другой рукой из формы, из ковша. Ой, как вкусно пахнет. Так, и по всей площади, да, делаем? На размазку. Ну, видишь, ковш неудобный для меня. А он потом принимает форму, да, еще? Или надо Нет, максимально надо разгладить? хорошо разгладить. Так, видите, пока я одну форму сделал, сотрудники сделали уже две. Так, следующее. Так. А как вот это... вот так делаете, да? Лучше в центр, да, сразу положить? Друзья, я думаю, что все мы помним с детства, да, вот птичье молоко, ну, по названию, да, я слышал, был такой момент, что птичье молоко, как по авторским правам, да, ушло в другой комбинат, и был даже конкурс среди жителей республики, как назвать конфеты, и выбрали сказки Туймады. Сказки Туймады. Это красивое название. А вообще, я знаю, что вот эти конфеты производятся до сих пор по ГОСТу, да, то есть по советскому. По ГОСТу. Так. А вот, допустим, можно ли в домашних условиях приготовить конфеты птичье молоко? Нет, потому что уваривается сироп до 78%, и плотность сиропа вы сможете посмотреть только на рефрактометре. То есть в домашних условиях подобные конфеты? Именно такие нет, не сделаете. Ага. Для этого нужно специальное оборудование, да? Специальное нужно оборудование.
Так, проверьте, я правильно все делаю? Нормально, да? Так. Сейчас Так, сейчас надо пробежать. Лешка, оп. Трафик. Yes. Друзья, конечно, у сотрудников якутского хлебокомбината руки набиты, но, возможно, вам достанется конфета, где больше наполнителя. Значит, это ее делал я. Испытано на себе. Друзья, мы с вами узнали, как заливается форма суфле для стабилизации. Но сейчас, я думаю, самое время узнать, как это суфле делается. Но прежде чем заливать формы, да, суфле для стабилизации, мы давайте узнаем, как оно производится, из чего оно делается. Это большой миксер, я вижу. Да, это большой миксер. Сейчас взбиваются белки яичные, да, до пышных пиков. После того, как они набьются до пышных пиков, мы начнем заливать сахаропаточный сироп сюда тонкой струйкой. Затем в процессе оно увеличится все, да. И когда масса будет белого такого цвета, мы начнем закладывать туда сливочное масло, сгущенное молоко, лимонную кислоту обязательно для стабилизации и ароматические вещества. Это Будет лимонное сейчас. Это лимоны будем делать. Да. А это белок прямо. Это прям белок яичный, да. Белок. И сколько времени нужно, чтобы он... Или по консистенции смотреть? Будет по консистенции смотрим, как воздушное облачко. Когда будет, тогда он будет готов. Сейчас он еще не набился. Так, сейчас подождем тогда. Друзья, ну а сейчас здесь пока взбиваются белки, вы видите, это сироп, причем не простой. Агaro-сахаропаточный сироп. Это сладкий, да, получается? Конечно, да, это уваренный, плотной консистенции 78%. Температура у него? 60 градусов. 60 градусов, то есть такой горячий сироп, который затем будет заливаться сюда. Но мне сказали, что это делают только специалисты. Да. Это очень тонкая работа, поэтому мы как бы... Этому нужно учиться, чтобы белки не свернулись. Температура большая? Конечно, да. То есть такой струйка Белки, нужна? если свернутся, то все суфле будет хлопьями. Поэтому очень медленно вводим агaro-сахаропаточный сироп в белки взбитые. Вот эта вся кастрюля должна попасть туда? Да, она вся сюда пойдет. Ого. Хорошо. Ну и так, ну это такой длительный достаточно процесс. Как бы понятно, что вот здесь будет подан сироп. Да. И обратите внимание, друзья, вот настоящее сливочное масло, которое ждет тоже своего часа. После того, как, я так понимаю, сироп добавится туда, Забьется, да. забьется, и потом добавляется полностью вот этот весь... Полностью, да. Такое количество масла. 13,5 килограмм. Я домой масло где-то на неделю беру где-то полкилограмма. Вот, а здесь 13,5 килограмм только вот на один, соответственно, замес. Друзья, ну это вот такие вот производственные масштабы. А вот интересно, если бы не было такого миксера, да, вот вручную сколько бы это заняло времени? Это невозможно взбить. Невозможно вообще. То есть, друзья, практически вот такую работу сбить столько суфле вручную невозможно. Осторожно, Лена. Сейчас уберут. Ну, аккуратно очень надо кидать. Сейчас начинается процесс добавления различных вкусностей, добавляется сгущенное молоко. И мне представляется возможность, тут уже часть основную закинули, сливочное масло. И самое главное это попасть, когда вот здесь образуется ямка. Оп, правильно, да? Да. Оп.
Так. Закидывайте, Оп. закидывайте чуть побыстрее. Быстрее. Ага. Да. Так. И последний. Все. Да? Все, да? Вот так. То есть, друзья, вот тут нельзя, да? Как я говорил, уже каждая секунда на счету. Испытано на себе. Друзья, ну что, первый этап – это разливка форм, да, если я не ошибаюсь. И сколько, еще раз скажите, сколько стоят формы? А сейчас будут стабилизация, занимает около 30 минут. Чтобы оно стабилизировалось в формах, мы потом из формы его вынимаем и ставим на стабилизацию полностью, чтобы и внутри застабилизировалось суфле, и конфеты потом не были как, правильно сказать, Ну, технологически мягкого, да, правильно. ну, мягкие не были, поэтому сутки целые выстаивается суфле. Вот в таких вот палетах, да? Да, чтобы проветривалось, чтобы оно не мокло. И у нас 3 вида начинки. У нас ванильная начинка, лимонная и шоколадная начинка в конфетах. В коробку попадает 3 вида конфет. После того, как сутки отстоялось суфле, стабилизировалось, что с ним происходит дальше? Мы его пускаем на нарезку. У нас автоматизированная нарезка конфет, после чего мы с вами нарежем, и они автоматически поступают на глазирование конфет. После глазирования они поступают в холодильную камеру и на упаковку. Ну, дальше мы туда пойдем, и я вам дальше расскажу. Сейчас, друзья, мы будем двигаться по вот этому конвейеру. Значит, здесь мы видим уже стабилизированный, готовый суфле. А идет какое-то чередование. Кстати, Да, а бывает идет так, что, в коробочке я всегда думаю, хоть бы там было больше белой начинки, да? А она бывает разная, то есть там. Бывает разное, 3 вида должно быть начинки, но мы здесь на нарезке чередуем коричневая, желтая, белая, коричневая, желтая, белая, а на укладке, упаковке там уже сортируют по разным коробочкам. Ну, когда дальше я вам все То есть расскажу. идет такое ассорти. Да, вот видите, сейчас идет вперед коричневая, шоколадная, да? Шоколадная, лимонная, лимонная, и сейчас будет ванильная. Татьяна Сейчас я вам Владимировна, мы покажу, а следующий вы сами сделаете. Запоминайте Так, очередность. запоминаю. И следующая будет шоколадная. Будет шоколадная. И надо попасть в этот. Сейчас, да, чтобы у нас все ровненько пошло в ножи. Это такая очень тонкая транспортерная лента, кстати. Обязательно нужно будет поправить, чтобы у нас ровненько все по ножам. По ножам все ложилось. А расстояние соблюдаем, иначе там потом дальше будет очень плотно идти. И цвет очень тяжело будет различить. Поэтому следующее мы будем с вами коричневое. А шоколадная где? Вот в этой, да? Так. Я беру вместе с бумажкой, да? Там сейчас конвейер-то идет. Как я поднимаю? С бумажкой? Прям, да. Вот так берете. Сюда идете, переворачиваете. Обязательно вот так. Ага. Так. И Пеленочку подравниваем. снимаем. И обязательно поправляем. Ага. Так, расстояние. Вот этого достаточно. Расстояние да? где-то, да, 10-15 сантиметров между суфле. Следующая будет у нас желтенькая. Так. Все, давайте я полностью сам попробую. Так, и Переворачиваете, да, и выравниваете по контуру. снимаем. Так, Ой. расстояние побольше. Да, 10-15 сантиметров идет расстояние. Да, на выходе получаются ровненькие брусочки. Так, в целом нормально, да? Так. Сейчас нормально, да? Да, выравниваем по ножам. Должно быть аккуратненько по ножам идти. Так, следующий коричневый. А я тут подумал, запустил свою. И так целый день. Да, друзья, сейчас я так увлекся, что
запустил лимонный пласт и такой думаю, все ли ровно, и совсем забыл положить уже следующий. То есть здесь нельзя зевать, нужно знать. Следующий, значит, у нас лимонный, поочередность. А сколько в день выпускает? 342 килограмма в праздничные дни, предпраздничные дни по 500 килограмм выпускаем конфет, соответственно, потому что заявки очень большие. Полтонны конфет. А в обычный такой день от 228 до 342 килограмма в смену выпускаем. Чуть-чуть так соберем. Так, ага. Ну, в целом нормально получается, да? Да, конечно. Ага. Хорошо. Самый ответственный момент ровненько, чтобы там дальше Заходила. конфетки все были ровненькие. Так, следующее белое. Кстати, поддон вот уже практически заканчивается. Так, это сюда. Вот так делаются сказки Туймады. Так, ну как уже отметили, подобные конфеты в домашних условиях невозможно сделать, да? Нужно специальное оборудование, так же как и белый хлеб якутского хлебокомбината, то есть классический. Да. Тоже невозможно сделать в домашних условиях. Особенно дарницкий хлеб, Дарницкий. темный, да. А, Потому что у нас жидкие дрожжи используются на производстве. мгм. Вот такие вот нюансы, друзья. Так, следующий лимонный, да? Следующий будет лимонный, да. Со скольки начинается рабочий день? С 8 утра С до 8 5 утра. вечера. Ой, ничего, что побольше на расстоянии. Ничего страшного. Так. Столовая есть в хлебокомбинате? Столовой у нас нету, но у нас в каждом подразделении есть комната приема пищи, где мы кушаем. Чай пьете с конфетами? Ну, иногда, да, пробуем. Вот. Кстати, к Новому году, да, мне сейчас сказали, что к Новому году будет интересный выпуск конфет, да, сказки Туймады? Да. Новогодний? Новогодний, да. Специализированная упаковки, она называется «Рукава». Ага. И вообще надо отметить, что, как я и говорил, да, очень дружный коллектив якутского хлебокомбината. Например, оказывается, к Пасхе, когда делают куличи, к сотрудникам цеха присоединяются еще и сотрудники вот, с офисов, да, то есть Да. все АУП, сотрудники, да. Все, кто свободен. все, кто свободен, присоединяются и помогают производству, чтобы... Также и нам тоже в Также и на новогодние конфеты. праздники. Все приходят на помощь, и студенты Ага. привлекаем. Здесь у нас дальше идет разделение между собой, да, обязательно. Если мы не разделим, то у нас дальше пойдут все слипаться. Обязательно нужно поделить, чтобы они все разошлись вот так вот, Ровненько, да? ровненько, да. А. Пусть так идут, не раскладывай сильно. Я сейчас посмотрю. Да. Примерно расстояние Попробуйте, где-то... да. А, я попробую уже. Да, конечно. Сейчас нет, они уже сейчас выйдут все. А вы следующий пласт Давайте. выравниваете. Так, этот уже можно выровнять. Еще нельзя... Нет, А, этот все, еще этот рано. выровненный. Это сейчас уже на гильотину пойдет, на нарезку, на конфету. Ой, а вот эти обрезки, они потом куда Потом идут? убираем, да. Хотел попробовать. Попробовать? Не, Ну, когда идет процесс работы, к сожалению, пробовать нельзя. ну я, видите, как первый раз на таком производстве. Так, получается, вот так, да? Побольше. Они должны быть разделены друг от друга, да? Да, иначе Ой. там потом слипы пойдут дальше. А, так. Надо еще дальше тогда поставить. Я успеваю, да? Ну, если даже не успеете, мы там поправим дальше. Ой, ничего себе, такая... Все осторожно, дальше руки нельзя. Техника безопасности превыше всего. А теперь сюда давайте пройдем. Ага. А здесь мы должны будем убрать с вами.
сейчас, видите, на гильотину пошли они. А неровные все конфетки, они убираются. Мгм. Остаются только ровные конфетки. И если у нас, видите, с вами прошли слипы, да, то мы должны с вами их просто Разделить. разъединить. Можете Понял. Так, попробовать. ну тут я, да, это вот моя недоработка. Я здесь 3 ряда практически слиплись. Ой, Да, и Дальше видите, не сзади успеваем. в конце тоже идут неровности, да, их тоже нужно убрать. ага. Так, вот это убираем. Да. Убираю куда? Вон. Сюда. Тут, в принципе, можно их расставлять, да? Можно, да, их можно и разделить на сетки. Обязательно, иначе будут. Вот таким образом у нас осуществляется нарезка наших конфет. Мгм. То есть мы сейчас дошли до того момента, когда начинка Они поступают на глазировку. красивая, самый, наверное, вкусный момент, Да. да? Испытано на себе. Друзья, ну и, конечно, одна из самых главных, да, составляющих это глазируется суфле шоколадом. Шоколадной глазурью, да, которую мы приобретаем у Бали Калибаут, да, фирмы Сикау. Мы поменяли недавно свою шоколадную глазурь, да, на более качественную глазурь. Сейчас у нас глазурь поступает в калетах. Обязательно мы должны ее расплавить или растопить в машине для плавки шоколада. Видите, у нас мешалка есть, да? Да. Обязательно глазурь должна перемешиваться, чтобы, опять же, у нас с вами на выходе наши конфеты с вами не посидели. В течение 40 минут они у нас перемешиваются, только топится шоколад, и после этого только поступает в глазировочную машину наш шоколад. Ну, я вижу, вот тут есть индикатор 60 градусов. 60 При градусов 60. это температура плавления, да, и, соответственно, сама температура шоколада будет у нас 49 где-то градусов поступать На выходе. в глазировочную машину, Ага. да. Сейчас мы приобрели очень хорошего качества глазурь, да, соответственно, наши конфеты теперь, будем говорить, ближе к натуральному шоколаду. Мгм. Очень долго подбирали качественный шоколад, вот сейчас мы к этому пришли, и уже на протяжении полгода мы используем вот именно такой шоколад. Но здесь шоколад уже был загружен, мы просто как бы для демонстрации, да, вот вместе с Татьяной Владимировной загрузим шоколад вот сюда. А я, в свою очередь, прихватил одну, как это называется? Глазурь шоколадную. Одну шоколадную глазурь, чтобы попробовать. В калетах она у нас идет. Натуральный шоколад. Отличается от вкуса на конфетах? Какой более концентрированный, как будто. Нет, скажу почему, чем отличается. Потому что здесь он уже идет изготовленный на производстве. Немножко он более пластичный шоколад, не такой колкий, как на конфетах. А после того, как мы его растопили, оттемперировали, соответственно, он становится более колкий шоколад, да, на То есть конфетах. здесь он более мягкий. Да. Да, действительно. Вот, очень интересно. Ну, я, кстати, видел, по-моему, кондитеры, да, кто делает тортики, печет, ну, в домашних условиях, в магазинах для них продают именно тоже вот такие вот заготовки, белый шоколад. Ну, во-первых, он тоже же разный разный бывает. бывает шоколад. Есть шоколадная глазурь, есть кондитерская глазурь, да. Кондитерская глазурь это самое более низкого качества, да. Есть натуральный шоколад, есть какао-масло, соответственно, разные. И вот то, что вы видите на прилавках магазинов, это разные составляющие. Самый дорогой, конечно, это шоколад и какао-масло по ценовой политике. И по вкусу, конечно, он разы отличается. Но мы не можем работать с шоколадом на своем производстве, потому что нам помимо такой машины нужно будет еще ставить большие темперирующие машины, где этот шоколад будет темперироваться. А если мы просто так вот шоколад растопим с вами, перемешаем и зальем, наши конфеты будут как пластилин на выходе. А у нас оборудование не предназначено для использования натурального шоколада или использования какао-масла. Чаще всего используют на ручных конфетах, не на производстве. Поэтому на производстве мы используем шоколадную глазурь. Вот такие вот нюансы, действительно, вообще технологический процесс сам по себе и завязан на таких как бы мелочах, но тем не менее все они вкупе позволяют дать качественный, в то же время недорогой, да, ну то есть цена-качество, вот это все, должен быть такой баланс. Да? Конечно, мы постоянно себе подбираем сырье, которое именно подходит нам, именно нашему производству. Поэтому если что-то с сырьем
не так пришло, не то сырье, мы начинаем искать новых поставщиков и меняем свое сырье, чтобы наши конфеты всегда на прилавке поступали качественные, соответствовали ГОСТу. Также у нас есть своя лаборатория, которая постоянно каждый день делает отборы наших конфет, также сырья, и, соответственно, наши конфеты уже выходят на прилавки наших покупателей, да, проходит весь хим, бак, лабораторию, и, соответственно, качественное сырье поступает в наши конфеты. Испытано на себе. После глазировки конфет шоколадом, да, обливки шоколадом конфеты поступают в холодильную камеру, где они приобретают внешний вид или правильный вид, да, застывшей глазури, и поступают на упаковку конфет. Тут у нас горячий шоколад, да? Да. Температура шоколада 49 градусов. 49 градусов. И обратите внимание, друзья, какой длинный холодильник. Это где-то метров 15 есть, наверное, да? Где-то, да. Где-то так. 10, наверное. Метров 10. Все, весь этот путь конфеты охлаждаются. Стабилизируется, да, шоколад. Тогда Температурный режим обязательно должен выдерживаться правильно, иначе будет жировое поседение на конфетах. жировое что? Жировое поседение. Если сразу резко в холод поставить наши с вами конфеты, Выделяется. они потом поседеют у нас. Вы же иногда покупаете, наверное, шоколад, он такой седой Да, сверху. да, Это да. вот называется жировое сахарное поседение. Ну, действительно, холодильная камера очень длинная, да? Да. В длину. И я так понял, что здесь несколько камер. Несколько камер, у каждой камеры свой температурный режим, потому что если очень резко заморозить шоколад, появится жировое сахарное поседение. После хранения, допустим, недели-две, на конфетах образуется белый налет, потому что неправильное охлаждение, резкое произошло. Поэтому у нас в первой камере температура потеплее, холоднее, холоднее. И здесь опять теплая температура, чтобы резкий перепад температур не был. То есть крайняя камера, она Тоже теплая. Да, плюсовая. Чтобы резкого перепада не было температурного режима. Иначе наши конфеты выйдут уже с вами заведомо Но мы сейчас с вами подошли к той части конвейера, где наибольшее количество сотрудников. Я так понимаю, что здесь зевать нельзя, да? Зевать нельзя, да, и мы привлекаем студентов на помощь, потому что заявки уже увеличиваются к праздникам. Ну и студенты учатся по нашей специальности, инженера-технологи или повара-кондитера, которые непосредственно проходят, учатся у нас, практикуются в нашем производстве. Сегодня у нас группа ПК-4 работает. ПК-4. Да. Так, вот здесь надо... Здесь уже выходят готовые конфеты, и тут вот надо самое главное успеть сложить 3 вида в разные коробочки. А как Выходит понять- один вид, мы должны сразу в 3 коробочки положить, потом второй вид выходит опять в 3 коробочки, и третий вид выходит. И как раз заполняется полностью вся коробочка конфет. Можете попробовать Допустим, вот выходит, я вот в коробочку одним видом заполняю сами. 3 раза должны заполнить одну коробку, в 3 этапа. 3 этапа. Да. То есть по сколько штук? Вот 2 ряда, да? Ну, примерно 2 ряда, и можно 1,5 ряда, потому что здесь 5 рядов только. 5 рядов. Ага. Хорошо. Так, что я кладу? 3 коробочки должны сложить. Вот в 3 коробки. 3 коробочки, да, по 1,5 ряда. Пока туда поставь. Не торопитесь, вам помогут. Все, теперь следующие коробочки. Все, хватит сюда. Следующие. И так в 3 коробочки укладывается. Ой-ой-ой. Так. Ребят, помогайте. Да, теперь в ту коробочку. Все, иначе закончатся эти конфетки. А это, если вы сейчас надо было... видите, у нас не видно, какой этот цвет идет. Мы не угадаем с вами, Ага. потому что они полностью все заглазированы. Поэтому нужно успевать. А все, сейчас ребята соберут. А вы, следующий ряд будет выходить, вы должны опять заполнить 1,5 ряда. Угу. И потом третий вид конфет. Так. А здесь уже на удачу. Ага, то есть, ну, мне кажется, это желтый. Нет, это коричневый. Шоколадный. Да. Коричневый. Вот тут действительно скорость. Да, скорость. это раньше можно было узнать. Мы все привыкли с детства открывать конфеты как? Крышкой вниз, чтобы видеть все донышки, какие конфеты там есть. Сейчас, к сожалению, вы уже не увидите этого. Угу. То есть глазировка идет практически полностью. Полностью, да. Вот, обратите внимание, друзья, также на этом этапе тоже идет некая отбраковка. Например, если нестандартный размер у конфеты или еще что-то, то тоже откладывает в сторону и
сотрудники, которые стоят на фасовке, они ставят уже правильные конфеты. Так, тут у нас подошла очередь. Так, это... А вот это нормально, да, или лучше убрать? Чуть меньше он. А? Они нормальные. Так, сейчас, ладно, спросим. Так, ну что, для полного комплекта моих 3 коробок пришли, соответственно, белые конфеты с белой начинкой. Девчонки, дадите тут. Так, а что-то у меня не влазит, или я неправильно что-то делаю? Вот тут сюда еще нужен ряд, да, Да-да-да. войти? А как? Чуть-чуть длинноватые они получились. Так, тут уже не влазит у меня. Ну, так оставим сейчас. Ок, на Ой. пол. Так поставить, да? А это уже не... Это белый, да, еще? Нет, это уже другие цвета. То есть в целом коробка должна быть заполнена, да? Да, сейчас поправим. Так, Ну и Фу, теперь вы... очень ответственные моменты. Да, теперь вот так должна выглядеть коробка с конфетами. Мгм. Вот это идеал. Да. А у меня немножко ряд, смотрите, вот видите, Мы поправим не потом. залезло. Да, сейчас будет подправка. И можем взвесить. У нас коробочка конфет должна с вами быть 480 грамм. Мгм. Обязательно нам нужно с вами будет убрать часть конфеток. То есть, если перевес, то для Убираем. точной граммовки убирается. 500. Мгм. Это тара минус 24 Да. грамма, да? 400. Мгм. Ну вот, Просто наверное, да? Прошли тяжеловатые конфеты. Мгм. Ну, конфеты у нас по весу укладываются, поэтому бывает, что у нас... Мгм. Так, давайте я попробую. Какую вот это? Давайте вот эту свою Вот эту. переставьте. Так, 480 грамм должно быть, а у меня 545. Значит, я убираю лишние конфетки. 490. О, 479. Самое то. Так, и кладу сюда, да? Все. Вот, друзья, ну мы сейчас прошли. Или еще попробуем. Можете, да, еще взять? Так, ну здесь, кажется, точно перевес. 575. Лишнее съедать мне советует Петр, наш оператор. Но на производстве кушать нельзя. Но сейчас есть одна идея. 483. Нормально, да? Так. Все, Так. можно нам закрыть Ага, теперь с теперь вами. закрываем Берем коробочку. крышечки, да, и закрываем. А, Обязательно должны заклеить. мгм. Обязательно заклеим. И только после этого, как заклеим, только после этого убираем. С двух сторон клеим. В коробке должно быть 20 штук. Поэтому обязательно пересчитываем и только после этого коробку закрываем. Можно было. Если... Сбоку. Так, здесь, да? Вот так. Вот сюда? Мгм. И Так, еще сюда одну. нужно одну коробочку. И мы закомплектуем, да? Да. Ой. Все. Ну что, друзья, и И потом полностью закрываем. готовая продукция. Получается, у Кстати. нас будет поступать в магазины нашего города.
Закрываю так, да? Да. И упаковываем скотчем. Все. Так, куда складываем? Сюда. На палету. Все. Вот такой вот интересный процесс. То есть мы с вами прошли от самого начала, от подготовки суфле Да. к стабилизации и до расфасовки по готовой продукции. Сейчас хотелось бы взять, попробовать конфету уже готовую и сравнить ее с суфле, да? Полуфабрикатом. С полуфабрикатом. Не Так. глазированными конфетами. Наверное, какой-нибудь отбракованный возьмем, да? Ну нет, берите с линии просто С сразу. линии сразу, да? Конечно. Можете все 3 вида взять. Так, это какой идет цвет? Это белый? Так, белый, хорошо. Вот сюда ложите. Еще Так, это 3 вида белый. берите и будете. Это, значит, шоколадный. Ждем лимонный. Надо было еще термос свой взять с чаем. Это еще шоколадный, да, идет? Как видите, например, вот у нас там была пауза небольшая, да, буквально, не знаю, минуты 2, и уже здесь идет простой, да, то есть все вот на производстве, оно каждую минуту на счету, Да. даже каждая секунда. Так, это желтая, да, лимонная? Да, лимонная. А теперь пойдемте туда. Татьяна Владимировна, расскажите, в чем отличие готовой продукции от полуфабриката, вот от суфле, например? Ну, готовые конфеты уже заглазированы шоколадом, они более сладкие, да, потому что шоколад же все-таки. А суфле более нежной консистенции, имеет вкус и более мягкое, да, чем шоколад покрытый, потому что некоторые вообще покупают конфеты наши, убирают шоколад и едят только суфле. То есть можно открыть еще отдельную линию, ну, то есть дополнительный. Да. Кстати, хорошая идея, можно же так сделать. Да. Специальный выпуск, то есть там будет какая-то наклейка. И Елена Николаевна как раз наша любит только суфле. Только суфле. Без шоколадки. Так, сейчас попробуем. Давайте с самого бомбического, это белое суфле. Алик. Шоколада много, убери Действительно, это шоколад. вкус детства. Так, и сейчас я ухвачу одну беленькую. И прямо с конвейера, друзья. Такое не позволяет никому. Но в рамках нашей передачи можно. Так, сейчас шоколад пройдет. Совсем по-другому. Конечно. Чувствуется Действительно, разница, да, разница большая. То есть шоколад носит свою нотку, а суфле на самом деле очень нежное. Поэтому сперва теперь вам нужно попробовать суфле, а только потом уже глазированную. Давайте. Так, с удовольствием. Это у нас лимонное, да? Это лимонное, это шоколадное. Давайте теперь шоколадное попробуем. Как раз шоколадное на конвейере. Конечно. Так, шоколадное суфле. Да, сразу. Такое ощущение, что когда в шоколаде вкус не такой сильный, прямо различие. Конечно, да. Я сейчас вот суфле вот шоколадное попробовал, абсолютно другой вкус. Такой какао, да, как будто? Да. Так. Теперь вот это ваше Я вот коричневое. на. А теперь с шоколадом. А шоколад сейчас добавит вкуса, и он будет более шоколадный. Более шоколадный. Ой, то есть сегодня очень вкусный и сладкий выпуск, друзья.
Мне кажется, даже на лимонную я уже без кружки чая уже не осилю. Огромное спасибо, Татьяна Владимировна. Очень интересно. Вообще, я даже не мог подумать, что в детстве, да, например, когда кушал птичье молоко, что когда-то в жизни мне удастся посмотреть на конвейер, где производятся именно вот эти вот классические конфеты. В нашем случае это сказки Туймады. И А поменялся вкус из детства? Или то же самое? не, вы знаете, по-моему, плюс-минус. Да, потому что мы до сих Одинаково. пор работаем на натуральном сырье, на натуральном сливочном масле, сгущенном молоке. Мы не меняем свои традиции. Мы как выпускали ГОСТовские конфеты, так и выпускаем. Строго по ГОСТу. Больше даже скажу, когда вот бывает так, забежишь на птичье молоко, знаешь, что любимые, да? И когда вот переход был, как-то, видимо, то ли они на прилавках, то ли еще я как бы не знал про это, да, то, что наш якутский хлебокомбинат не производит уже птичье молоко под таким названием. И брал какой-то, допустим, зная, что птичье молоко – это вкусно, какие-то коробку, какой-то конфет другой фабрики. И абсолютно, то есть я тогда понял, что конфеты эти могут быть вообще разные. То есть совсем другое, как бы даже, чего-то не хватало, в общем. А вот это именно действительно... Мы работаем на яичном белке, мы не работаем на сухих яичных белках, на натуральных яичных белках работаем, а другие производители, возможно, работают и на сухих смесях каких-то. Ну, конечно, любое внесение изменений в технологию, оно, конечно, влечет за собой изменение вкуса. Поэтому, друзья, к новогодним праздникам не забудьте о сладости, посещайте магазины якутского хлебокомбината. Вам огромное спасибо за ваш труд, за очень вкусные изделия. Ну, а, дорогие друзья, с вами мы увидимся уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе».